Здравствуйте. Вашему вниманию предлагается одна из лекций курса «Может ли перевод быть лучше оригинала?». Сегодня мы поговорим о русских переводах Пруста, и название лекции можно будет сформулировать так: «Русский рецепт пирожного Мадлен или история о том, как переводили Пруста в России». История издания Пруста на русском языке сложна, временами драматична, а порой и трагична, как переводы, собственно, всех мэтров модернизма. Пруста действительно начали переводить в Советской России довольно рано, сразу. Практически первые отклики появились сразу после смерти писателя, а в 1926 году вышел уже первый перевод. «В поисках утраченного времени», перевод первой части романа «В сторону Свана». И тем не менее, несмотря на то, что Пруста начали переводить и переводили в течение приблизительно 12 лет, с 1926 по 1938 год, потом последовало очень долгое молчание. Более того, тексты Пруста были недоступны, они были в спецхране. Пруста ругали меньше, чем Джойса и тем более Франца Кафку, но он был таким полузапрещенным автором, несмотря на то, что его пытались представить и писателем-реалистом, чтобы как-то познакомить с ним советского читателя. Трагичны были и судьбы переводчиков Пруста, об этом мы сейчас поговорим. Итак, первым, кто всерьез обратился к переводу Пруста на русский язык, был Борис Александрович Гривцов. Человек блестяще образованный, автор книг по искусству и по теории литературы, а также многочисленных переводов с французского и итальянского. Для Гривцова Пруст был не только объектом перевода, но и исследований. Обратившись к переводу первого романа «В сторону Свана», Гривцов написал статью о Прусте осенью 1926 года. Однако публикация не состоялась, и статья смогла увидеть свет только в 1988 году в книге «Психология писателя». В 1928 году издательство «Академия» начало публикацию книги Пруста в переводе Гривцова. Вышел том с небольшим предисловием автора, но больше Гривцов переводить Пруста не стал и целиком сосредоточился на творчестве великого французского романиста XIX века Оноре де Бальзака. И прежде всего Борис Александрович известен именно как исследователь Бальзака и его переводчик. Одновременно с Гривцовым к прустовской эпопее обратился профессиональный переводчик Адриан Антонович Франковский. По словам другого поэта и переводчика Григория Михайловича Дашевского, в переводе Франковского сохранялась, даже подчеркивалась структура фразы. Расставлялись четкие резкие акценты, слышна была умная речь автора. Пруст здесь не столько рассказывал и описывал, сколько рассуждал. Этот текст хотелось читать вслух. Интонация сухого, резкого, острого ума была даже усилена по сравнению с оригиналом. Чувствовалось, что это уже не довоенная до 1913 года интонация речи, располагающая и временем, и вниманием собеседника, а более быстрая, парадоксальная, более циничная, более опустошенная. Соратник, соавтор по переводу Франковского Андрей Венедиктович Федоров, теоретик перевода и сам опытный переводчик, глава Ленинградской школы перевода, так рассказывал об их переводческих принципах в период работы над Прустом.
Мы считали невозможным упрощать, сглаживать, облегчать стиль Пруста, делать его более приятным, чем он есть. И прежде всего старались нигде не нарушить единство больших по объему и главных по сочетанию частей предложений, часто необычно для французского языка, но составляющих неотъемлемую черту оригинала и отражающих характер творческого мышления. Каждый из них соответствует целому комплексу мыслей, деталей, образов, конкретной ситуации, определенному отрезку действительности. Итак, роман Пруста «В поисках утраченного времени» в переводе Франковского вышел тремя отдельными книгами. В 1927 году был опубликован роман «В сторону Свана» в издательстве «Академия». Франковский после публикации первого романа издание приостановилось, и Франковский вернулся к Прусту уже в 1934 году, когда Луначарский предложил ему целиком перевести, опубликовать эпопею «В поисках утраченного времени» в рамках собрания сочинений французского писателя. Для этого издания Франковский перевел 3 романа. 2 другие четные «Под сенью девушек в цвету» и «Содом и Гоморра» перевел Андрей Венедиктович Федоров. Однако переведенная Франковским «Пленница» так и не увидела свет. И обычно считается, что этой публикации помешала война, но есть сведения, по которым перевод был осуществлен, но рукопись перевода и гранки набора были уничтожены по идеологическим соображениям. Однако второй экземпляр машинописи чудом сохранился, был спасен во время войны и войну пережил, в отличие от автора, который умер от голода в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года. И «Пленница» в переводе Франковского была опубликована только в 1998 году. То есть вот так долго пришлось ждать этой публикации. Сейчас мы ее можем прочитать вот в этом переводе. Следующий период переводов Пруста, и я сейчас буду говорить, наверное, о самом известном переводе, приходится на 70-е годы. В это время Пруста начинает переводить Николай Михайлович Любимов. В послевоенные годы самый известный, самый авторитетный переводчик прозы. Перевод Николая Михайловича Любимова сейчас наиболее известный и издаваемый, хотя и противников у него немало, а их упреки во многом справедливы. Перевод Любимова – это попытка приблизить Пруста к отечественному читателю и как раз может являться примером одомашнивания текста. В переводе как будто слышно и то, что Любимов никогда не был за границей, и то, что он с отвращением смотрел на современную ему действительность, и то, что русскую литературу и культуру он знал лучше западной. Переводя Мариме, Флабера, Пруста, Любимов старался определить стиль и особенности языка писателя, их стилистические установки, и найти всему этому надежный русский эквивалент. В результате происходит одомашнивание Пруста, не все можно переложить на язык родных осин. Итак, история этого перевода. За публикацию взялось издательство «Художественная литература». Поначалу работа шла хорошо. В 1073 году вышел первый том «В сторону Свана», в 1976 второй «Под сенью девушек в цвету», в 1980 третий «Страна германтов», а затем наступил перерыв. Перевод «Содома и Гоморры» был готов летом 1982 года. Вышла же книга с многочисленными цензурными изъятиями в 1987 году.
Затем издательство долго тянуло с заключением договора на перевод «Пленницы», хотя Любимов завершил перевод уже в 1988-м. И опять ему пришлось долго, больше полугода, ждать договора на «Беглянку». В результате, надо сказать, что это была последняя работа Николая Михайловича Любимова, то есть заканчивал он эпопею буквально в последние годы и месяцы своей жизни. В результате перевод двигался медленно. Переводчик уже не летел по тексту, как было раньше, а тяжело шел по нему, постепенно проникаясь к тексту раздражением и даже неприязнью. В начале октября 1992 года Любимов прекращает работу, буквально через несколько месяцев умирает. То есть последний том «Обретенное время» Любимов перевести не успел. И в предпоследнем томе «Беглянка» очень много купюр, потому что переводчик уже чувствовал, что он не успевает. Что касается важнейшей части прустовского цикла, его завершения и замысла, это роман «Обретенное время», то появление перевода этой книги долго оставалось под вопросом. Но затем, почти одновременно, вышли два перевода романа. В московском издательстве перевод А.И. Кондратьева, как впоследствии оказалось, это был псевдоним, и в Санкт-Петербургском издательстве «Инопресс» перевод Аллы Смирновой. Первый из этих переводов, по мнению специалистов, считается очень слабым, и даже значительная редакторская правка его не спасла, очень много ошибок и в самом тексте, и в комментарии. И выше оценивается вот второй перевод Аллы Смирновой. Она явно ориентировалась на уроки Франковского, но, возможно, излишне буквально. Ну и, наконец, последний по времени перевод, который, надеюсь, продолжится. Две книги уже вышли с 2008 года. Началась публикация нового перевода эпопеи «В поисках утраченного времени», который на этот раз осуществляется Еленой Вадимовной Баевской. Отличие этого перевода от всех предшествующих заключается в том, что он делается уже по новому, наиболее полному на сегодняшний день академическому французскому изданию, вышедшему в 1987-89 годах в издательстве «Галимар». Это наиболее авторитетная и наиболее литературоведческая серия «Библиотека Плеяды». Вот именно на этот текст уже выверенный, поскольку с текстом просто очень много текстологических проблем. Работа над романом не прекращалась буквально до смерти писателя. И последние три романа выходили уже после его смерти со всеми вытекающими отсюда последствиями. В том, что касается редакторской правки и таких вкусовых пристрастий или даже элементарно непонимания текста Пруста. Баевская предлагает другое заглавие. Не в поисках утраченного времени, а в поисках потерянного времени. Любопытно, что на 4-й странице издания романа «Камбре», о котором я сейчас говорю, то есть первой части романа «В поисках утраченного времени», мы вновь в редакторской, то есть в издательской аннотации мы вновь читаем «В поисках утраченного времени». И в вступительной статье самой Баевской в переводе Жиля Делеза вновь фигурирует утраченное время. То есть бороться с традицией очень трудно, временами и бесполезно. Чтобы сделать Пруста по-настоящему внятным, его бесконечную, сложно составленную фразу нужно подвергнуть многочисленным трансформациям. Что Баевская и делает? Она заменяет французские конструкции обороты своими адекватными, но удобочитаемыми и даже, наверное, уютными.
Приведем небольшой пример. Я думаю, что даже те, кто никогда не открывал роман Пруста, знают о том, что герой Пруста съедает не то пирожное, не то печенье Мадлен и сразу вспоминает все. Вот у Франковского повествователь ел дословно «птит Мадлен». То есть это даже не транслитерация была, а вот просто, так сказать, само французское название, которое потом дублировалось названием Мадлен. У любимого он ест бисквит. Опять-таки, вот это вот ощущение замкнутости. Читатель никогда не поедет во Францию, не узнает о том, что там до сих пор в кондитерских продается это же самое печенье, поэтому бисквит для него будет понятнее и привычнее. У Баевской же появляется печенье Мадленка. Итак, буквально небольшой в финале нашей лекции, по неизбежности краткий и, разумеется, неполный, процитируем сам текст. Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelé Petite Madeleine qui semblait avoir été moulé dans la valve rainurée d'une coquille d'un Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillère de thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Перевод Франковского. Мама велела подать мне одно из тех круглых и пузатеньких пирожных, называемых «птит Мадлен», формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удрученный унылым днем и перспективой печального завтра, я машинально поднес к своим губам ложечку чаю, в котором намочил кусочек мадлены. Теперь перевод Николая Любимого. Мама велела принести одно из тех круглых, пышных, бисквитных пирожных, формой для которых как будто бы служат желобчатые раковины пластинчато-жаберных моллюсков. Удрученный мрачным сегодняшним днем и ожиданием безотрадного завтрашнего, я машинально поднес ко рту ложечку чая с кусочком бисквита. И, наконец, вот последний по времени перевод, который, надеюсь, продолжится. Перевод Елены Баевской. Уже много лет прошло с тех пор, как все, что было в Камбре, перестало для меня существовать, кроме драмы отхода ко сну и ее подмостков. Как вдруг однажды зимним днем я вернулся домой, и мама, видя, что я замерз, предложила мне против обыкновения попить чаю. Сперва я отказался, а потом, не зная почему, передумал. Она послала за теми коротенькими и пухлыми печеницами, их еще называют мадленками, которые словно выпечены в волнистой створке морского гребешка. И удрученный хмурым утром и мыслью о том, что завтра предстоит еще один унылый день, я машинально поднес к губам ложечку чаю, в котором размочил кусок мадленки. Не знаю, слышно ли это, но вот, на мой взгляд, очень по-домашнему и, естественно, по-русски. Можно было бы даже, наверное, пойти дальше, назвать печенье магдалинкой, поскольку это самое «птит Мадлен» и есть маленькая Магдалина. Французы вообще любят очень религиозные кондитерские изделия, религиозные названия для кондитерских изделий. У них до сих пор в хороших булочных можно увидеть монахиню, эклер из 3 шаров, поставленных друг на друга. То есть я хочу сказать, как бы подводя итог, что перевод Баевской не упрощает Пруста, но облегчает общение с ним, а общаться с Прустом очень интересно. Благодарю вас за внимание.